Через 1,5 часа я была в сети. Тот путь, он меня привел к тому, что я могу раскрыть в этой компании. Я сама в компании почти 2 года. Причем у меня нет опыта сетевика. Люди, которые по 10 лет в сети, по 15, они не могут дойти до такого статуса и прийти к таким доходам. Весь мой опыт как будто лежит в одном пакетике GreenMax. Я получаю за 2 недели 650 тысяч рублей. Я такая, в смысле, в MLM есть деньги? Эльвина куда попало не пойдет. Мы не продаем. Вообще, мы не продаем продукт. Скажи, не сколько ты зарабатываешь, а сколько зарабатывают люди в твоей команде. Это самое дорогое. Моя задача – вырастить лидера круче, чем я сама. Будет у меня крутая, сильная команда, я смогу расслабиться, пусть они там ходят, продают, а я буду только зарабатывать. Все классно, приходите к нам в компанию. Вот я 5 лет в компании, зарабатываю в месяц 3 миллиона. Давайте, там кто-то что-то продал. О, молодцы. И вот все пишут, ой, ты молодец, ты молодец. Это, знаете, такое, какая-то секта просто происходит. Люди научились продавать воздух. Продукция только пришла, ее уже нет. За мои 30 лет, чтобы меня так включил продукт, чтобы я его так полюбила, не было. Эльвина пришла в сетевой. Как так? Очень важно знать, к кому вы ведете, и правильно выбирать себе наставника. Всем привет! Сегодня у нас новый выпуск подкаста, и это будет абсолютный эксклюзив. Так недавно на одной новостной площадке вышло очередное разоблачение на сетевую компанию. И сегодня у меня в гостях Эльвина, певица российской татарской эстрады, предприниматель, коуч, медийная личность, модель, лидер компании M International. И Екатерина Сабирова, официальный представитель M International в России в статусе бриллиантового директора, предприниматель с опытом более 10 лет, блогер, мама и жена. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Рада вас видеть. Начнем с того, что хочется вообще поговорить про всю кухню сетевого бизнеса, как все устроено. Сетевой бизнес в России достаточно популярная история. Я думаю, что каждому человеку хотя бы раз в жизни предложили поучаствовать. Мнения разные. Кто-то говорит, что это зло, мошенничество. Есть те, которые сменили гнев на милость и понимают, что это очень крутая бизнес-модель. А есть те, кто зарабатывают, причем очень круто, квартиры, машины, вся та лакшери-жизнь, которую мы видим в соцсетях. И хотелось бы узнать у вас, как у представительниц компании, как устроено, как добиться того самого результата, как стать лидером в компании. Интересно узнать именно вашу историю. Эльвина, давай начнем с тебя. Ты состоявшаяся личность, звезда российской татарской эстрады, не так давно участвовала на Муз-ТВ, известная личность. Как ты пришла к тому, что начала заниматься в сетевой компании? Я скажу честно, это было для меня неожиданным. Вот вначале ты сказала, что хоть кому раз в жизни предлагали прийти в сетевой бизнес. Вот я как раз-таки исключение. Мне никогда не предлагали прийти в сетевой бизнес, никогда не рассказывали модель сетевого маркетинга. И я из тех, кто, в принципе, никогда даже и не интересовался этим. Я жила абсолютно другой жизнью, творческой, вокруг абсолютно других интересов. В один прекрасный день, это как раз была та история, когда я приехала с Москвы, как раз уже прошел грандиозный концерт Муз-ТВ, у меня уже начали раскручиваться мои песни русские, так скажем, уже российская аудитория появляется в этот момент. И я почувствовала, что такое масштаб в тот момент. То есть до этого я крутилась там вокруг Казани, Татарстана, и я поняла, вау, это круто, это абсолютно другие ощущения, я хочу что-то большее. И здесь мне попадается в социальных сетях очередной рилс. Рилс Кати. Мы с Катей знакомы уже практически 15 лет, на самом деле, но никогда меня это не интересовало. И вообще не знала, на самом деле, чем Катя-то занимается. Потому что у меня нет времени, на самом деле, следить за жизнью других людей. И тут выходит мероприятие, и я понимаю, что, вау, я же знаю этот продукт, я его уже пью полгода. Этот продукт GreenMax, но я никогда не знала вообще, это я потом уже узнала, что это сетевой бизнес. И я пишу Кате, говорю, что за мероприятие? Потому что мероприятие, я понимаю, что она там дайма-директор, я понимаю, что там
большое количество интересных людей, а все, что связано с мероприятием, это для меня интересно, я пишу, я говорю: Кать, давай встретимся, расскажи мне вообще, чем ты занимаешься, что это такое, это что-то очень интересное. И мы с ней встречаемся на следующий день, она мне рассказывает. Самое первое, что она мне сказала, это международная компания. И это в тот момент, меня то, что зацепило. Я такая: ага, так, российский уровень мы уже завоевываем, теперь нужно завоевывать весь мир. Я не знаю, вот это для меня прям был такой, так скажем... Вызов. Да, вызов. Через 1,5 часа я была в сети. Уже. Уже Катя мне рассказала, я посчитала, да, рассчитала этот маркетинг, я поняла, что круто, я хочу пробовать. Я уже пошла, во-первых, я прошла определенный опыт и путь, когда я пошла в страх на русскую эстраду. Это было очень сложно, то есть это была моя большая мечта, но мы прекрасно понимаем, никого нас там не ждут. Это нужно пройти определенные усилия, вообще трудиться, заявить о себе. Это очень сложно. Точнее, не сложно, это очень ответственно. Вот. И, видимо, я на этих вибрациях я зашла в этот сетевой бизнес. Сейчас я уже 3 месяца в компании. Это абсолютное счастье. Я только сейчас поняла, осознаю, вообще для чего проходила я тот путь. Мне сегодня 34 года, да? Тот путь, он меня привел к тому, что я могу раскрыть в этой компании. То есть все знания, весь опыт, который я получала в течение 34 лет, я смогла раскрыть именно здесь. За 3 месяца. За 3 месяца. Я бы никогда не подумала, что вот как раз-таки моя сила в этом, в наставничестве. Катя, как у тебя сложилось? Ты предпринимательница, ты более 10 лет в бизнесе. Какая у тебя была раньше сфера? Ой, на самом деле, моя сфера, я такой, предприниматель с детства. То есть с детства чем-то занималась. Не с детства, там, не с 14 лет, с 18 лет уже где-то там подешевле купила, подороже продавала, да, и оттуда уже начиналась моя деятельность, то есть я понимала, откуда берутся деньги, вот. И, в принципе, сейчас тоже подытожу. Я вот сама в компании Эльвина 3 месяца, да, она за 3 месяца очень интересно поднялась, вышла на доход, благодаря всем ее качествам. Я сама в компании почти 2 года. Причем у меня нет опыта сетевика. Но когда я со многими людьми общаюсь, да, тот доход, на который я вышла без опыта в сети, то есть люди, которые по 10 лет в сети, по 15, они не могут дойти до такого статуса и прийти к таким доходам. Вот. И тут, скорее всего, наверное, какой-то есть обратная связь этого предпринимательского мышления. Потом, получается, я вышла замуж, меня обеспечил муж, я была в декрете, и я очень сильно увлеклась мусульманской модой. Как это получилось? Мы жили в мусульманском районе, там очень много ходило мусульманок, и я такая смотрю на наших мусульманок и думаю, а мы очень часто ездили в Дубай. Я так была восхищена дубайскими женщинами, какие они красивые, какие они роскошные. И когда я приезжала в Казань, мы жили в квартире, и смотрела на нашу женщину, и думала, как я хочу, чтобы наши женщины ходили такие же роскошные. И предложила идею мужу: слушай, я говорю, я хочу привезти вот эти красивые абайи дубайские к нам сюда, в Татарстан, чтобы женщины были такие же нарядные, как в Дубаях. Всегда такие роскошные, богатые, красивые. Меня прям это вдохновляло. Вот, это, так сказать, был первый мой стартап бизнеса. Муж мне помог, вложился, помещение открыли, мы привезли первые абайи, все удачно пошло. То есть я нашла свою первую аудиторию. Сейчас уже по магазину более, получается, 5 лет. Он развился, ниши развились. Магазин из себя в процессе деятельности открыл маркетплейс. Мы сейчас отшиваем свои платки мусульманские. Никто бы не сказал, что Катя русская девочка там, да, когда-то займется мусульманской модой. То есть это был мой первый бизнес, перетекающий потом в маркетплейсы, да, площадки. А затем также, начиная то, что в 20 лет я когда-то ВКонтакте там какими-то вещами занималась, за 10 лет у меня образовался свой блог и своя публика. Плюс с 22 лет я начинала транслировать правильное питание, так как у меня в детстве всякими диетами и прочим я испортила себе желудок. И с 20 лет я начала в ПП. Правильно готовить, сыроедение, мясо не ела, веганом была, то есть в моей жизни было все. Каждый год по 4 раза посещала чистки различные, начиная от 100 тысяч, кончая миллионом рублей. То есть это в моей жизни было до 30 лет. Вот. И этим опытом, в принципе, я делилась в блоге.
И у меня тоже там своя аудитория собралась в блоге, да, которая знает, что Катя — это про ПП, как правильно, какие пить витамины, что можно, что нельзя. На Катю как бы заходит. Вот. То есть еще одна моя сфера деятельности, а так сформировалась блог тоже, который мне стал попозже тоже генерить определенные доходы. Вот. И получается, была потребителем разных абсолютно компаний, американских, российских, прочих, но никогда меня это не втягивало. Никогда я так не цеплялась сильно за продукт. И когда мне первый раз тоже одна девушка дала попробовать продукт Green Max, я его просто выпила, я такая думаю: Катя, ты 10 лет потратила сыроед, веган, Бали, духовное развитие, все как бы, да, вот это, вот весь опыт свой собирала, и вот у меня такое умозаключение в один день было, что весь мой опыт как будто лежит в одном пакетике Green Max. То есть как я могу до человека донести свой 10-летний опыт, ну, грубо говоря, за 8 часов? Я это называю, потому что Green Max срабатывает через 8 часов. И я такая: боже, инсайт, как из фильма «Область тьмы» же есть таблетка НЗТ. Это волшебная таблетка, которая поможет большему числа населения. То есть ты не заставишь человека ездить на чистку, не есть мясо и прочее, особенно в нашей социальной среде, да? Но ты можешь жить, как ты живешь, просто вечером пей Green Max, и будет тебе счастье. И вот как-то на этой энергии, потому что мне Green Max очень помог. С моим ЖКТ, загибом, у меня постоянно были хлопья, еще прочее, желчным. Он мне убрал за 3 месяца все. Плюс я хорошо похудела, около 8 килограмм. Я так не могла долго добиться похудения. У меня, видимо, какая-то перестройка после 30 лет. Я вроде питание кето и держу, а не худеется. И тут Green Max такую дал, ну... Катализатором таким, да, стал? Да, стал. Я думаю, я похудела. У меня ЖКТ, ФГД все сделала, прекрасный анализ. Думаю, господи, я же могу помочь всей планете, ну, этим продуктом. А как ты быстро приняла решение, что ты хочешь работать в компании? Вот Эльвина, она сразу в течение часа уже определила. А я не то есть я не знала, что такое работать в компании MLM, я не знала, что такое MLM. Я просто знала, я же из серии «Предприниматель, купи-продай». Что такое MLM-бизнес, я не понимала. И я просто говорю, я в блоге рассказываю об этом продукте, да, подытожу, и у меня заявки идут большие. Катя, хочу, где взять, где купить. Я звоню девушке, я говорю, а где купить? У меня много заявок. Кому отправить? Она говорит, Катя, если ты подпишешься, то ты заработаешь много денег. Я говорю, ну давай. Я говорю, я не хочу подписываться, я говорю, просто хочу купить у вас в розницу, ну то есть оптом, и продать розницу. Это мое мышление. Она говорит, нет, здесь так не строится. Если у тебя появится команда, они начинают вот эти сетевые свои сленги, говорит, я говорю, мне это не интересно, просто говорю, сделайте мне и дайте мне продукт. В итоге она говорит, я тебе все посчитаю, тебе расскажу, я тебя подпишу. Я говорю, ладно, делайте, что хотите. Вот, в итоге мы все это делаем. Я продаю свою первую партию, получаю большие деньги. Я получаю за 2 недели 650 тысяч рублей. Я такая, в смысле, в MLM есть деньги? Мне всегда казалось, что сетевой бизнес – это бизнес бабушек с пакетиками, Oriflame, Greenway и вот прочее. То есть у меня вот такой стереотип. То есть для меня MLM-щики – это какие-то такие люди странные были всегда. Я на них, ну, я не смотрела в эту сторону. Я такая, ничего себе, оказывается, в MLM-бизнесе можно делать деньги. То есть я за 2 недели сделала 650 тысяч рублей. На тот момент мне магазин приносит там в месяц порядка 1 000 000 рублей. Я думаю, так, 650 тысяч можно просто куда-то потратить. Они просто взяли и пришли. Причем вот так налегке, я просто поделилась. Какое количество человек купил? Просто сумма достаточно... 200 человек. Ну, не 200 человек, 200 гринмаксов купили. Кто-то взял 3 упаковки, кто-то взял потом через подругу. Вот. И суть в чем пошла? Мы же как купили, продали, а возвращаемость клиента уже по аналитике моей 80%. Потому что GreenMax – это уже то средство, которое должно быть аптечным вариантом. Мы убираем все дюфалак, все его некоторые сравнивают, это не слабительное, это клетчатка и пребиотик. Вот я, допустим, тот человек, когда сидела на сыроедении, чтобы у меня все ЖКТ хорошо работало, потому что у меня есть свои процессы, да, замедленные, мне надо тазиками было есть клетчатку всегда. И просто я уже ее уставала есть. Я просто не могу... Ее невозможно есть 2 килограмма клетчатки ежедневно. Невозможно. Все равно хочется где-то... Я когда ее не доедала, опять же, я испытывала дискомфорт. Сейчас я ем как хочу. Я могу есть мучное, мясо могу, хотя мясо тоже тяжело у меня всегда переваривать. Я просто на ночь пью GreenMax. 2 килограмма клетчатки с пребиотиками. И у меня прекрасно работает с ЖКТ. То есть это для меня как был первая задача. И вот взять наше поколение, стрессы, недосыпы, переедание, фастфуд и прочее. Вот просто... Экология. Экология. Вот просто GreenMax, как это спасение всего человечества.
Я просто обожаю этот продукт, я как бы в него, да, ну, влюблена. Вот, и в принципе об этом я вещала и рассказывала. Я как бы говорю, вы можете мне не верить, можете просто взять, проверить, не понравится, больше никогда не покупать. Но возвращаемость всегда была 80%. И из этой возвращаемости у меня пошла команда. Потому что я рассказала, что я заработала, а кто-то говорит, ну, у каждого своя же нужда, кому-то 100 тысяч рублей надо, кому-то там, да, 500 тысяч рублей надо, кому-то 50 достаточно. И потихоньку за 2 года вот у меня собралась команда. То есть потихоньку я поняла, что продажи в MLM продажи это не главное. В MLM это главное показать модель, дать человеку инструмент, возможность в этой жизни. Да, знаете, мне вот интересно, а действительно каждый человек может столько зарабатывать, как вы? Потому что ведь, допустим, смотрят слушатели и говорят, ну, Эльвине хорошо, она известная, у нее очень медийная она личность, да, вот социальный капитал. Конечно, она покажет, за ней люди пойдут. Екатерина тоже, да, блог был, были подписчики. А все-таки, если у человека нету, да, ну, там, какого-то большого количества людей подписанных, могут ли они также зарабатывать? Или вообще это не у каждого может получиться? Во-первых, хочется сказать, что компания дает одинаковые возможности каждому. Как человек будет пользоваться этими возможностями, зависит только от него. От его масштаба, от его желания, от его цели. Когда конкретно человек ставит себе определенную цель, и эта цель настолько яркая, эта цель движет им, тогда он обязательно к ней придет. Это мы тоже должны учитывать, то, что у каждого человека есть определенные свои черты характера, да, и так далее. Дальше. То, что касается того, что Эльвина публичная, и кто-то там говорил, что вот запрещенная сеть, там, Инстаграм, соцсети, да, у меня новая страничка. Да, кстати, а с чем это связано? У меня новая страничка всего лишь там, ну, вот на сегодняшний день, по-моему, 3000 человек. То есть для публичного человека 3000 подписчиков — это вообще ни о чем. А с чем это связано? Потому что была большая страничка, да, я Да, увидела, я что решила новая. создать новую. Я решила создать новую. Это как раз началось, когда я поехала уже покорять Москву, так скажем. Это как жизнь с чистого листа. Я не хотела что-то делать со старой страничкой, там убирать какие-то боты появились, там еще что-то, да. Я просто сказала, кто со мной, тот пойдет со мной. То есть я переходила на новый этап, свой внутренний, да, и сказала, кто со мной, тот со мной. И все, и пришла моя целевая аудитория. То есть я всегда за качество, а не за количество. Для меня это всегда было важно в жизни. Поэтому, наверное, у меня не так много каких-то там гастролей, да, концертов и так далее. Это первое, да, то, что я сказала, что про возможности. Второе, это про публичность, да, то, что я сказала, Эльвина публична. Но что я хочу сказать, публичность это еще ни о чем не говорит, потому что самое важное это репутация. Да? Публичным можно быть по-разному. Те, кто со мной давно, они всегда видели, что у меня практически нет рекламы в соцсетях. Потому что все привыкли, блогеры сегодня зарекламируют один шампунь, завтра другой, там, и так далее, и так далее. И ты не различаешь, это реклама или это реальная его жизнь. А у меня такого нет. Я никогда не делала, ну, очень редко, если только меня просили, допустим, какая-то благотворительная история, то есть у меня нет рекламы на бартер. Вот. Я никогда не была в сетевом до этого, да, и практически, ну, наверное, да, то есть желтой прессы тоже не было, я никогда не создавала интриг каких-то, не выносила ссоры из избы, то есть никогда на этом не пиарилась. И, видимо, я все-таки какую-то репутацию за почти 20 лет заработала. И я к чему это говорю? Потому что девочки, которые приходят ко мне в команду, мы разговариваем, они говорят, раз Эльвина сюда пришла, значит, я тоже пойду, можно доверять. То есть Эльвина куда попала не пойдет. Эльвина о чем-либо просто так не скажет. То есть у людей уже есть... Доверие. Ну, доверие, да, доверие есть. Наверное, вот все-таки вот это сработало. Ну и вот вообще к тому, что у нас в компании есть про инструмент, ты говорила. Он одинаковый. Да. Просто про возможности, да. про возможности абсолютно одинаковые. У нас нет избранных, что ты заработаешь 100, а ты миллион. Вопрос вот здесь. К каким деньгам ты готов? И наша задача, и Эльвинина задача, она человек масштаба.
Она заводит человека это в масштаб, что сегодня он, допустим, пришел к ней задачей, мне хотя бы 100 тысяч заработать, ну или 50. А Эльвина потихоньку, безболезненно, аккуратно его границы расширяет. Сегодня для него хорошо 100, а Да. через месяц для него будет хорошо уже 300. Вот когда я пришла в компанию, я вообще пришла с такой целью. Так, я хочу за декабрь заработать 1 000 000. Мгм. То есть это кроме моих корпоративов, другой деятельности, да, и так далее. Я вообще тоже из традиционного бизнеса. И я его сделала. Будучи новичком, это Будучи реально. новичком, Да? то есть, да, будучи новичком, ну, я могу сказать, наверное, я не люблю заниматься самолюбованием, но, наверное, у меня есть хорошее качество, я очень трудолюбивый человек. Это да. Если я себе поставила цель, и если я горю этой целью, я могу спать по несколько часов в день, но я это сделаю. То есть для меня я ставлю определенные задачи для себя. То есть это не доказать кому-то что-то или нет. Это просто мне интересно. А смогу ли я? А смогу ли я? Это то же самое было с Муз-ТВ. До сегодняшнего дня постоянно спрашивают, как вообще ты оказалась на Муз-ТВ? Как? Как ты отвечаешь? А это было мое желание. Я очень сильно в этого хотела. Или спрашивают, сколько это стоит? И я всегда отвечаю, а вы знаете, сколько девочек в Москве? Вы знаете, сколько миллионеров, миллиардеров в Москве? Но их нет на Муз-ТВ. То есть деньги нужны, да, деньги всегда нужны. Продвижение мы понимаем, что записывать песни, продвигать песни, это все про деньги. Но здесь есть еще отношения. То есть важно уметь выстраивать отношения. Это важнее. То же самое я делаю со своей командой. Для меня важно донести, выстроить правильные, здоровые отношения. Вот вы говорили про инструменты. И вот интересно, да, я новичок, пришла. С какими инструментами мне двигаться? Почему спрашиваю? Частая история такая, у меня даже была, я была в сетевом, в 2000-х годах, мне было 14 лет, я была в Oriflame. Мгм. Я дальше не пошла. Почему? Я боялась быть назойливой. Я не понимала, как мне продвигаться, да, делать продукт, подписывать, расти, и в то же время не быть назойливой для своих друзей, знакомых, да, то есть это один раз продала, да, там на уроках знакомым там написала, а как дальше? То есть я боялась, что они будут избегать потом со мной общения, вот, но там нужно делать планы, нужно двигаться. И вот какие есть инструменты? Вот как раз интересный вопрос на самом деле. Когда ко мне приходят девочки и тоже так же говорят, то, что я не умею продавать, они продажники, я боюсь, что я буду Назойливый, да. назойливой, всех мучить и так далее. И я всегда говорю, я так рада, что ты не умеешь продавать. Если ты не умеешь делать этого, пожалуйста, даже не учись, потому что мы не продаем. Вообще, мы не продаем продукт. У нас есть продукт. Наш продукт продает сам себя. Вот честно. Нам не нужно его ходить, продавать и так далее. Тут нужно понимать, в какой сетевой бизнес вы тогда пришли. Потому что у каждого сетевого бизнеса есть свой определенный сетевой маркетинг. Своя модель. Своя модель. В чем большое преимущество нашей компании? У нас нет плана, который нам задает компания. У нас Да, нет там же сколько-то человек нужно было У подписать. нас Это такого нет. пугает. Именно у нас, в нашей компании, я знаю, что практически везде это есть. Как белки в колесе. Да, у нас этого нет. У нас нет определенного. То есть мы не должны выполнять определенный план товарооборота в месяц, да, или, допустим, мы получили квалификацию, чтобы удержаться на этой квалификации, мы должны в этом месяце тоже сделать этот товарооборот. У нас этого нет. Мы двигаемся в своем темпе. Да, каждый человек ставит себе определенный план, определенную задачу. Моя задача как наставника, да, когда ко мне приходят девочки, мы разговариваем. Самое первое, что я делаю, я всегда узнаю, кто она, чем занимается, сколько ей лет, какие интересы, хобби и так далее. Исходя из этого, я уже начинаю потихонечку вырисовывать ей стратегию. У меня есть девочка, допустим, в команде, у которой больше 300 тысяч подписчиков в Инстаграм, в соцсетях. А есть девочка, допустим, которая живет в Сабинске. Вот, как раз интересно, да, вот у кого какие шансы? Если что у девочки, у кого 300 тысяч А вы знаете, подписчиков, какие шансы у девочки, которая живет в Сабинске? я думаю, я Потрясающие. думаю, что она как раз вот у нее и заряд Потрясающе. Я после нашего выходит. подкаста сегодня, после нашего подкаста, выезжаю в Сабинск. Она уже там организовала, она организовывает сегодня девочек,
Во-первых, приходят девочки из ее команды и приходят новенькие послушать. И у нее такое желание закрывать квалификации. Львина, я тоже так хочу. Она просто горит. Просто для сравнения, в Сабинске ее зарплата в Сабинске 20 тысяч рублей. В первые 10 дней она заработала 54 тысячи рублей. Она в декрете еще, да, при этом. То есть зарабатывает, оставляет ребенка, зарабатывает на 20 тысяч рублей. Она сделала за 10 дней x2, даже чуть больше, своей зарплаты. Ну, почти x3 своей зарплаты. У нее было столько счастья. Для меня, то есть, да, это не 500 тысяч, но мы идем мелкими шагами, мы идем маленькими шагами, чтобы дойти до цели. Потому что если бы, может быть, ей сразу дали бы эти 500, не было бы у человека дальше идти желания. Это просто она бы не знала, наверное, что бы с этим делать. Ценности такой не было бы. А сейчас она проходит через свой опыт, набирает людей, объясняет, то есть она идет к наставничеству. То есть, да, есть девочки, которые больше 300, которые продают очень много продукта. Очень много продукта. Зависимости на самом деле у нас есть и юристы, и врачи, и предприниматели. Абсолютно для каждого мы можем нарисовать стратегию. Конечно. В этом и есть наша задача как лидера — довести человека до результата. И я вот всегда говорю, скажи не сколько ты зарабатываешь, а сколько зарабатывают люди в твоей команде. Это самое дорогое. Поднять людей, то есть показать им уровень жизни. Воссоздать такое общество, потому что нас с Эльвиной объединила одна классная мечта. Я говорю, Эльвин, у нас же свои масштабы. Ну, мы вот с ней, допустим, на волне. Наш масштаб, я говорю, вечером созвонились, давай завтра в Париж на завтрак позавтракаем, вечером вернемся. Я вот так хочу. Что там билеты? Сколько, неважно, все, завтра там встречаемся, там позавтракали, погуляли по Парижу, вечером обратно вернулись. А лучше еще на частном борту. Вот наш масштаб и наша мечта. Мы знаем, к чему мы идем. И мы людей в это заводим. Мы им рассказываем про наши мечты. И я так чувствую, я так знаю, благодаря нашим мечтам они тоже немножко растут. Для кого-то ужин в ресторане, да, там, допустим, ну, возьмем там Дубай за 50 тысяч рублей, это дорого, да. И вот потихоньку каждый вот начинает, получается, с малого до велик. Но мы говорим про свои мечты, они у каждого разные. Вот. Вы знаете, вот когда мы делимся на самом деле своей мечтой, наша команда тоже это слушает. А ведь так тоже возможно. Понимаете, многие люди просто не разрешают себе даже мечтать. То есть они не допускают себе даже возможности просто помечтать. То есть человек настолько себя ограничивает, да быть такого не может. Вот кто-то нас сейчас слушает, возможно, посмеется, скажет, сидят тут две девочки, захотели там в Париже позавтракать и так далее. А почему нет? Для меня то же самое, когда Муз-ТВ, когда для меня это тоже была мечта. Представляете? То есть, и здесь то же самое. Когда девочки приходят, и мы с ними работаем, они начинают потихоньку включаться, у них начинает меняться жизнь. Они, а так тоже можно? Да, тебе можно все. Ты можешь все. Моя задача, во-первых, не просто замотивировать, сказать, у тебя все получится, все классно, иди давай, работай. да. Нет. Моя задача не просто мотивировать. Моя задача дать ей показать ей этот путь. Во-первых, через себя. Во-вторых, дать ей все инструменты, дать ей все ключи, с ней посидеть, ее обучить. То есть я уделяю огромное количество своего времени в обучении своего партнера, потому что моя задача вырастить лидера круче, чем я сама. А есть такое, то, что если соберется сильная команда, то тебе, например, как лидеру уже не нужно будет работать? Вообще, что ты думаешь по поводу этого? Есть же такое мнение, что будет у меня крутая сильная команда, я смогу расслабиться, пусть они там ходят, продают, а я буду только зарабатывать. Хочу сказать, что рано или поздно наставники к этому в любом случае придут. Ведь в этом и цель. Мы всегда говорим, в сетевой бизнес нужно входить, когда компания молодая. Для чего? Я даже своим партнерам это объясняю. Чем раньше ты пришел в сетевой бизнес, тем выше ты сел. Тем больше твоя структура под тобой. Это нормально. Это так работает маркетинг компании. В этом ничего плохого нет. Это не секрет. Да. Но знаете, в чем есть преимущество в нашей компании? Твой партнер, он может перепрыгнуть тебя. А каким образом?
своей работы. У нас нет такого, что вот ты, например, стал наверху, и твоя команда все время будет на тебя Да. пахать, батрачить, вот они будут делать какой-то товарооборот, все прекрасно, ты в соцсетях говоришь, все классно, приходите к нам в компанию, вот я 5 лет в компании, зарабатываю в месяц 3 миллиона, приходите, видите, у меня какая структура. А работает на самом деле твоя команда. У нас не так выстроен маркетинг. У нас партнеры могут зарабатывать гораздо больше, чем ты. Ты можешь остаться даймондом, а твой партнер стать трипл даймондом. В этом большое преимущество. Да, и в этом отличие нашей Ну, это я на компании. самом деле впервые слышу, потому что обычно же всегда сверху, потом тебе проценты, ну, от того, кто ниже, и проценты от тех, кто еще ниже. А У как... нас потому что гибридный маркетинг. В основном все маркетинги, они линейные, традиционные. А у нас гибридный маркетинг, и у нас очень хорошие выплаты. То есть это какой-то эксклюзивный вариант, да, получается, MLM? То есть если везде это как обычная схема, Вы знаете, получать вообще больше. сетевой маркетинг, он бывает сетевой бизнес, да, он бывает разный, маркетинг, да. Он бывает линейный, он бывает бинарный, он бывает гибридный. Вот что значит гибридный? Наш основатель Мачо Янг, он как раз-таки из всех вот этих, он сам сетевик, да, он из всех вот этих вот маркетинговых стратегий, да, сетевых маркетингов взял все только самое лучшее, рабочее и создал свой бизнес. Поэтому у нас все вот эти проверенные шаги, стратегия, и поэтому на сегодняшний день у нас нет конкурентов. У нас самые большие выплаты. А внутри вас есть конкуренция? Внутри структуры? Я понимаю, что здоровая конкуренция, она должна быть, потому что это то, что нас двигает, да. Но я хочу сказать честно, у меня нет конкурентов. У меня есть только коллеги. У меня абсолютно адекватное, теплое отношение ко всем. Если у моего партнера, у коллеги будет лучше, чем у меня, это значит, я сделала такую колоссальную работу, что у человека, то есть это как ученик превзошел учителя. Это же круто, да. То есть для меня это будет высшая степень счастья. То есть я абсолютно... То же самое у меня и в моей творческой деятельности, когда тоже так берут интервью и спрашивают, а вот ваши конкуренты и так далее. И у меня нет конкурентов. Это не с того, что я там считаю себя звездой. Нет, это не про это. Это мои коллеги. Я люблю каждого. Я уважаю движение каждого человека. Потому что это их выбор. И мы у нас то учимся же у самое. них. И у нас то же самое. У нас, так как у нас нет вот этой вот определенного какого-то товарооборота, у нас нет... Что происходит? Почему конкуренция происходит вообще? Наставники начинают гонять своих, давайте, там кто-то что-то продал, о, молодцы, и вот все пишут, ой, ты молодец, это, знаете, такое, как какая-то секта просто происходит, да, потому что лидеру нужны деньги, наставнику нужны деньги, да, то есть у нас маленькие человечки, да, у меня ощущение, которые работают, приносят ему деньги, у нас этого нет. У нас здоровые отношения, у нас вообще ценности компании – это про качество, это про здоровье, у нас абсолютно осознанные люди. Это совершенно другой, то есть у нас люди абсолютно другого склада ума. А вот интересно, есть ли какой-то критерий, как вы выбираете людей в свою команду, что у вас именно такие люди к вам приходят? Вообще, как вы формируете команду? Интересно, Да. каждый ли может попасть? Каждого ли ты можешь взять к себе, да, в команду? Мгм. Каждого ли ты можешь взять, Катерина? И вообще про наставничество. Мгм. Я никогда никого не выбираю. Это вообще мой девиз такой в работе. Выбирают меня. Мгм. Ни за одним своим партнером я не бегала, никому не писала. Все люди, которые в моей команде, пришли сами с большим желанием. Это, опять-таки, это не про эго мое, это про то, что почему я веду такую политику. Для меня важно, чтобы человек сам принял решение, уже на первом этапе осознанно пришел ко мне. Здоровый взрослый человек. А когда я с человеком встречаюсь, как я уже говорила, да, я обязательно веду, так как я еще коуч, да, я задаю определенные вопросы, так как у меня есть еще навыки соцай, я обязательно спрошу про его цифры. Для меня это очень важно. Да? Я уже понимаю по цифрам, какую стратегию дать тому или иному человеку в своей команде.
И я даю возможность каждому. Ты даешь возможность Да, каждому. я Эльвина даю, любит очень людей, я очень даю любит возможность женщин. каждому максимально. То есть все, что зависит от меня, я дам. И я всегда говорю, насколько будешь включен ты, настолько быстрее ты получишь свой результат. Когда мне девочки, ой, я стесняюсь там, написать, пиши, задай мне этот вопрос 150 раз. Не поймешь, я тебе отвечу 151. То есть для меня важно максимально дать всю информацию. То есть мне важно, чтобы мой человек, знаете, вот ушел, получив все знания, чтобы, грубо говоря, ему дала диплом, и он уже сам строил свою команду. Это моя задача. То есть максимально, я понимаю, есть люди творческие, есть люди математического склада ума, есть гуманитарии. И каждому человеку моя задача найти определенный подход, то есть разговаривать на его языке. Вот это важно. Да, есть кому нужно давать спинок. Я его дам раз, два, три, потом перестану. Опять-таки про возможности. Вот ты спрашивала, да, то есть все ли могут заработать? Да, Ну, все ли хотят? но все ли этого хотят? Кому-то достаточно, он скажет, Эльвин, да мне не надо, мне достаточно, я зарабатываю 100 тысяч в месяц, мне этого достаточно. Я хочу полететь с вами в Малайзию, вот мы улетаем, да, в марте в Малайзию, я хочу с вашей командой, я хочу с тобой, с командой полететь, я хочу обучиться, я хочу увидеть эти масштабы, и мои девочки летят в Малайзию. А на сегодняшний день сколько человек в твоей команде? Слушай, я даже не считала. У нас на самом деле, как принято, у меня 3000 человек там, или 5000 человек в системе стоит, но у Это ни о нас чем не говорит. это ни о чем. В нашем маркетинге может быть просто 2 лидера. Мгм. И Да. на этих 2 лидерах может все держаться. То есть это определенная стратегия, даже по девочкам. Вот Эльвина как лидер, про возможность каждому. К ней придет человек на Эльвину. Ну, допустим, Эльвина понимает, что ага, у нее есть в команде такой человек, с кем они сойдутся характером, и мы можем этого человека передать ему, тем самым помочь своему человеку и тем самым их объединить. Еще объединение интересов. Да. То есть у нас нет такого, что, ага, сейчас так, у Львины 3000 человек, сейчас посчитаем, сколько она там заработала. Нет. Такого нет. У нас нет такого. У нас абсолютно другой маркетинг, потому что и как раз-таки он не пролинейный. То есть мой один человек может выполнять работу, допустим, 20 человек. Мгм. То есть это всего, это значит, что это как раз-таки показатель, насколько я смогла, да, обучить этого человека. Вот в этом заключается вся фишка. Да. Дело не в том, сколько у тебя человек и сколько берут товар. Дело, насколько просыпается, сколько лидеров просыпается. И здесь уже самое интересное. Потому что лидеры — это фундамент, который ты закладываешь сейчас. И на начальном этапе нужно закладывать фундамент, чтобы потом построить прочный дом, который будет тебе со временем генерить большой доход. Это самое главное, не количество, а качество. Да. И вот над этим мы каждый раз работаем уже по стратегии Эльвины, подхода людям. Кого-то мы передаем своим людям, кому не хватает, да, у нас, допустим, там поток большой. Кого-то мы в свое личное наставничество берем. Вот. На самом деле я просто, как скажу, я сама с душой подхожу по-человечески, не так, что мне надо заработать. Я умею зарабатывать деньги, а хочется в этой жизни уже что-то... Ну, потому что деньги ты вроде заработал, сюда-сюда слетал, но когда ты объединяешь себя, комьюнити людей, единомышленников, это и есть, наверное, какой-то твой долг, предназначение вообще в этой жизни. Когда через тебя человек может достичь какой-то своей цели. Это самый пик счастья. Вот, ну, я его чувствую, я его знаю. Да, я могу сама, я все могу сама. Я уже Да. себе доказала, да, Эльвина себе тоже доказала. А когда через тебя другой человек достигает результата, вот это лучшее вообще. Да. Мы с ней закроем и даблов, и триплов, это не важно, мы это сделаем. А вот когда лидеры в твоей команде закрывают, ты радуешься. Да, это вообще просто... Это такая радость. У меня девочка закрыла через неделю первую квалификацию. Через неделю. Ты результат своей работы видишь как раз-таки вот по таким моментам. В такие моменты ты понимаешь, что все не зря, что в этом заключается твоя миссия. Столько благодарных людей. Даже кто не в компании, а просто пользуются нашим продуктом, мне столько пишут, столько благодарных людей. Я уже не говорю о девочках в команде. Во-первых, они настолько... Я не знаю, как так случилось, но у меня такая крутая команда. У тебя очень светлая энергия. Очень осознанные девочки, образованные, трудяги, красивые. Все красивые просто модели.
И вот я про то, что бывает, что девушка и красивая, при этом умная. И они настолько открыты, настолько большие, ну, вот, с большим сердцем и столько благодарности. Это ведь на самом деле так важно, это очень взаимно. То есть я им, они мне. То есть вот энергия, да, циркуляция, так скажем, в отношениях энергии должна быть правильная. Вот это, наверное, про это больше. Ну, я как наблюдатель за 2 года в MLM, допустим, я просто знаю подход Эльвины. Она как луч света, и на нее стягиваются такие люди, потому что на самом деле есть разные лидеры. У каждого же свой характер, своя энергия, и на каждую энергию приходит определенное комьюнити. И каждый в этом комьюнити живет, и в каждом в этом комьюнити счастлив. Ну, вот Эльвина светлая, она так любит людей, и ну, просто невозможно не прийти, она как солнце светит, как ты не придешь. А когда ты зажигаешься от солнца, ты там становишься солнцем и начинаешь тоже светить. И так разрабатывается сетка, так идет сеть. И что самый большой приоритет в сети, ты можешь порадоваться за человека, который внизу тебя, так скажем, по сетке, что он зарабатывает больше, потому что здесь постоянная вот эта вот, как это называется, бесконечность. Чем больше зарабатывает твой партнер, тем больше, ну, то есть тем самым и зарабатываешь ты. И так бесконечно. В традиционном бизнесе никогда такого не будет. В традиционном бизнесе все равно будет всегда конкуренция. Есть директор, есть подчиненный. Подчиненный никогда не будет больше зарабатывать директора. А здесь возможности вообще велики. Ты можешь прийти, вот историю сейчас расскажу. У нас есть очень высокоранговая девушка в компании, она 5 лет уже. Она когда-то зашла за 15 тысяч рублей на пакет. Немножко сейчас перефразую. Как она говорит: ребят, как думаете, вот через 5 лет в компании, она говорит, у меня есть 10 квартир, 3 машины, стабильный доход. Как думаете, сколько мне обошелся этот бизнес? Ой, сколько это все, говорит, стоит? Вот, сколько это все стоит? Я говорю, вот, там $500 000, еще что-то. Она говорит, нет, все это стоит 15 тысяч рублей. 5 лет назад она зашла на пакет за 15 тысяч рублей и за 5 лет построила структуру. Фантастика какая-то. Фантастика. Какие возможности традиционного бизнеса тебе такое дадут? Какие? Дай бог, если через 10 лет ты окупишь свой бизнес, если ты его окупишь, вот, и начнешь уже на нем что-то зарабатывать. То есть я вот человек, который открывал производство, у меня очень большие потери, потому что экономический кризис, коронавирус, все эти санкции и так далее. То есть мы Убытки. да, в большом убытке. То есть это тоже нужно понимать, что здесь я могу... Во-первых, здесь у меня нет вложений, а здесь у меня нет Аренды. аренды. Зарплату платит моим партнерам компания. Предоставляет столько возможностей. Представляете? Вот и этим не пользоваться, просто работать в удовольствие, в кайф, быть каждый день в комьюнити с прекрасными женщинами, вообще с прекрасными людьми. Ну, вам, наверное, самый популярный вопрос, который задают, что все-таки очень похоже MLM на финансовую пирамиду, да? То есть, что в какой-то момент все равно это все рухнет, и вот те, кто зашли, они как раз там недавно, они вот вообще ничего не получат. Да. Сталкиваетесь ли с такими возражениями? И что думаете по этому поводу? Ну, самое интересное всегда финансовая пирамида и MLM-бизнес. По сути-то все и есть одна сеть. Но в MLM-бизнесе, да, то есть в чем отличие от финансовой пирамиды, у нас все подкреплено продуктом, как рубль подкреплен золотом. Ну, то есть, если там, да, вот ты захочешь, у тебя есть рубли, я иду несу, мне отдают кусок золота. Подкрепление есть, да, то есть это не фальшивая бумага. Здесь то же самое. Здесь нет никаких рисков. Ты отдал деньги в компанию, компания тебе дала продукт. Условно, компания завтра закрылась, у тебя есть эти деньги, то есть у тебя есть этот продукт, ты продал этот продукт, либо пропил его сам, тем самым вернул свои деньги. Что такое финансовая пирамида? Ты отдал куда-то деньги, тебе ничего взамен не дали, продали воздух. Как инфо-цыганство сейчас называют тоже. Курсы вот эти, вот все блогеры все продают, а взамен как бы какие гарантии, ничего. То есть воздух. Люди научились продавать воздух, а здесь мы продаем не воздух, мы продаем конкретно подкрепленный продукт. У тебя риски вообще в этой жизни отсутствуют. Какие риски? Хорошо, окей. Вот я сейчас зайду, потом компания закроется. Девушка, которая сейчас заработала за 5 лет, которая зашла за 15 тысяч рублей 5 лет назад, она разве пожалеет сейчас, если компания закроется?
Нет, она за 5 лет смогла заработать. Она уже не пожалеет. Я за 2 года в компании пожалею, что я зашла, если она завтра закроется, потому что мы не знаем, что будет завтра. У нас 100 американские компании, Coca-Cola, все, мы не знаем, что будет завтра. Но сегодня у нас есть возможность. И почему мы не можем воспользоваться этой возможностью сегодня? Даже человек, который зашел сегодня, он не пожалеет, потому что ему сразу дадут продукцию. Конечно. То есть он не остается, там, то, что куда-то отдал деньги, да, и деньги где-то прогорели и так далее. Этого нет. А потом хочется сказать, а где гарантия, что традиционный бизнес-то не закроется? Нет гарантии. Я человек, который открывал и закрывал бизнес. Я никогда не могла дать гарантию, в принципе, своим сотрудникам, да даже себе. Я не могу дать гарантию, что вот сегодня это кафе работает, а завтра оно будет работать. Я не могу дать гарантию. То же самое это везде. Это нормальная история, когда что-то закрывается и что-то открывается. По поводу хейта, да, хочется спросить. Вот вы говорите о том, что в вашу компанию может зайти каждый, что какой вход минимальный? Минимальный вход в нашу компанию, ну, примерно ориентировочно, потому что сейчас мы зависим от курса доллара, да. Так как у нас компания международная. Да, так как компания международная, мы всегда зависим от курса доллара. А минимальный вход в компанию 13 тысяч рублей. А есть ли какая-то разница, если, допустим, кто-то идет к тебе команду? Почему спрашиваю? Потому что в ролике, который недавно вышел в новостной площадке, говорится о том, что Эльвина, она лидер компании, и чтобы попасть туда, нужно заплатить 400 тысяч рублей. Что ты можешь сказать по этому Как я люблю поводу? желтую прессу. Чтобы попасть в команду Эльвины, можно заплатить 13 тысяч рублей. А если вы хотите получить отдельное обучение от Эльвины, да, то есть это 24/7 целый месяц мое личное сопровождение. Это коуч-сессия со мной 3 раза в неделю по 2 часа. Это бизнес-стратегия. Это полностью контент-план. Я думаю, журналисты, наверное, посмотрели, прочитали, что входит, да, в этот пакет. Но я вам скажу одну важную вещь. Вы платите не мне. Эти 400 тысяч. Это не мои услуги. Вы платите компании. Мои услуги за эту стоимость вам будут в бонус. Представляете? То есть это не как Это наставничество? пакет компании. Это пакет компании. Пакет компании. Премиум. Это то есть вы можете просто прийти на этот пакет, не ко мне в команду, то есть он вам также будет стоить, но просто не будет моего бонуса. Вот и все. А те, кто хочет быть со мной, а те, кто хотят обучиться у меня, те, кто хочет знать от А до Я 24/7, да, то, пожалуйста, приходите ко мне на этот пакет. Эльвина, помимо того, что, получается, предлагает 24/7 полностью ведение, при заходе на пакет Супрем, получается, человек получает еще 66 продуктов. Это начальный стартап для бизнеса, очень хороший. То есть Эльвина не продала воздух. Это не я придумала этот пакет. Я вот что хочу Компания, сказать. да. Да. Этот пакет создан компанией. Да. Это Премиум. мое просто проявление, любовь к людям, да, то есть потому что я увидела большие перспективы, то есть я человек, который зарабатывает в этой компании, и я понимаю, что такие же люди, как я, да, такой с предпринимательской жилкой, им что нужен? Им нужен быстрый результат. И вот для тех, кто хочет быстрый результат, я говорю, да, окей, приходите на этот пакет, потому что если ты хочешь быстрый результат, тебе нужна, во-первых, продукция, это нормальная история. Ты должен как бы максимально зайти, да, то есть максимально вложиться, и я тебе дам его, я тебе дам все ключи. То есть вот здесь просто вот эта желтая пресса, она сделала так, что как будто бы я прошу 400 тысяч рублей за Да. свои услуги. Нет, на самом деле это прекрасно. Да, Я было очень ощущение, рада. что да, на карту Эльвине перевести Да. 400 тысяч Нет, нужно. нет. Я так рада, на самом деле, что вот так вообще вышла эта не статья, это, ну, как это называется? Reels. Да, этот Reels. И спасибо за то, что вы подняли мне еще и самооценку. Вот, и самоценность тоже. А 400 тысяч это получается наставничество именно у Эльвины или у каждого лидера можно это купить? Это можно абсолютно, кто зарегистрирован в компании, к любому человеку подойти и сказать, я хочу зарегистрироваться на пакет Супрем. Пакет Супрем у нас стоит на сегодня 415, 410, вот так. в рубли, да, где-то так. Вот. И за это человек платит в компанию, эти деньги, получается, $3600. Да, $3600.
И компания ему за это дает 66 продуктов. То есть он не купил, он 66 продуктов получил. Вопрос, что человек будет делать с этими 66 продуктами? Он скажет, хорошо, я, допустим, хочу подарить маме, оздоровить семью, детей. Ну, допустим, может, он для себя хочет начать со своего здоровья, окей. А может, у него есть какая-то предпринимательская деятельность, допустим, у Салон. него салон, либо эко-магазин. Я скажу, а я хочу в эко-магазине этот продукт начать продавать людям, чтобы они знакомились с продуктом, получали свои отзывы, результаты и возвращались. То есть понятно, что, допустим, мама-домохозяйка, она навряд ли зайдет на пакет, да, 66 продуктов. Но человек, у которого есть свой магазин, либо предпринимательская, ну зачем ему заходить на 2 продукта, когда он уже их сам пропил, и ему опять надо продукт? Он проще зайдет на этот пакет. Потому что от каждого пакета в компании есть свои бонусы. То есть пакет Silver дает процентность 20, пакет у нас есть Gold процентов 30, есть пакет Mobile Supreme, который дает доходность 40. То есть это и называется бизнес-пакет. Да. 66 пакетов — это 66 видов товаров? Да, 66 видов товаров любых. У нас разная линейка. Вот, можно взять. На самом деле у нас, да, линейка-то разная, но в чем преимущество наше, опять-таки, да, допустим, компании? У нас не так много продукта, как у других сетевых, где там и порошки, и тряпочки, и зубные пасты, и еще что-то. Ну, много всего, да, то есть даже человеку, который работает, ему нужно, во-первых, все это изучить, все эти составы изучить, представляете, это же очень сложно, это очень много информации. У нас, наверное, где-то там 10-12 продуктов от силы, но из них, наверное, 6-8 продуктов, с которыми мы работаем постоянно. Мы уже знаем, как работает GreenMax, на что он работает, кому может помочь. Да? Конечно, мы не берем на себя ответственность, да, ну, за человека. Как бы сходите к врачу, мы просто сами слушаем лекции, рассказываем. Ну, берите, это у нас получается не БАД, у нас просто клеточное питание. То есть это то же самое, клетка чем питается? Она питается продуктом. Просто он из специально правильных технологий сделал. Это то же самое, что ты позавтракал, поел. Вот как сейчас, это не БАД. Клеточное питание, оно освоится 98,8%. То есть, попадая в клетку, она сразу. Поэтому у нас результаты быстрые. Да, и в этом, на самом деле, отличие. Да, у нас же тоже спрашивают, что это такое, витамины или БАДы? Да. Да, мы ничего против витаминов и БАДов не имеем. Действительно, есть очень крутые, очень качественные, да, БАДы. В чем отличие? Просто БАДы, они работают, ну, то есть их надо достаточно долго пить, у них такой накопительный процесс больше, да? А клеточное питание, даже тот же MyMax, то есть он, допустим, через 20 минут начинает работать уже. То есть 20 минут. MyMax вообще у меня это один из любимейших продуктов. Почему? Потому что большое количество времени я затрачиваю там, с людьми работаю, энергии, да, всем рассказать, донести. Бывает, к вечеру у меня там мероприятие какое-то, там, корпоратив. Не то чтобы спеть, у меня даже там сил просто выйти и вот улыбнуться нет. Вот MyMax, он, допустим, мне очень помогает. Почему? Потому что он обновляет наши клетки. То есть это, вот, когда у нас программу в телефоне меняют, мы что делаем? Мы их обновляем. Телефоны обновляем. То же самое происходит. Он обновляет наш организм моментально, просто. И ты такая через 20 минут, вау, все круто, классно. При этом там нет ничего синтетического, да, там, или как у энергетиков разных там примесей и так далее. Здесь просто натуральный состав, ягоды и самый крутейший природный антиоксидант, он называется антоксантин. Это крутой продукт. У нас нет противопоказаний. У нас дети, у нас беременные пьют нашу продукцию, дети пьют. У меня ребенок с утра встает, то есть как вот у нее начинается, да, то есть в это время она в это, там MyMax она в школу с собой берет, потому что после завтрака его надо пить, да, то есть она настолько этим живет. Мы практически вылечили у ребенка подростковый, да, то есть акне на нашей продукции. Круто. А скажите, с какими сложностями вы сталкиваетесь? Потому что вас слушая, да, реально людей набрать легко, продукт сам себя продает, денег много, все, рисков вообще нет никаких. Все-таки, да, есть ли какие-то сложности? С чем вообще сталкиваетесь? Что там, может быть, там, топ-3, да, произошло каких-то событий, которые реально было вам сложно? Ну, я бы не сказала, что есть какие-то сложности. На самом деле, да, есть определенные задачи ежедневные. То есть это не сложности. Я называю это опытом. То есть
как у любого предпринимателя, как у любого человека, в принципе, даже у домохозяйки, у нее тоже есть определенные, как вы называете, сложности. Понимаете? Это надо встать, ребенка собрать, постирать. Тут порошок закончился, надо его заказать. Понимаешь? Это просто задача. То же самое у нас. Когда мы четко знаем свои задачи, да, это вот каждый день мы их выполняем. То есть если я вовремя все сделал, у меня нет никаких сложностей. Если я несу ответственность за себя, за свою команду, у меня нет никаких сложностей. Если я подумала, заранее все что-то организовала, у меня нет сложностей. То есть это задача человека, то есть быть включенным. И вообще, ну, это опыт, даже если где-то ты там забыл что-то или там не договорил, например, до своего, не донес какую-то информацию. Да. Опыт. Ага, в следующий раз ты будешь знать, это нормально, мы так растем, мы так развиваемся, а каких-то сложностей в плане там найти людей, продать продукт, нет, у нас дефицит с продуктом. Вот, интересно, как раз вот в современных реальностях курс, да, как это влияет на продукт. Или, например, ситуация вообще в целом с таможней, с границами, да, обычно бизнес очень пострадал. Логистика повысилась, цены повысились и так далее. Есть ли у вас с этим какие-то проблемы? На самом деле, да, я в свое время, почему я стала, мне дали нишу официального представителя, потому что я, когда зашла еще в компанию почти 2 года назад, я увидела эту проблему. То есть я человек пробивной, у меня всегда все будет. Я знаю лазейки. Но это я знаю, я себе их обеспечу. И моя задача стала обеспечить как можно больше людей в данном направлении. То есть у меня быстрая схватка, логистика, прочие вот эти договоренности есть. И я подумала, почему бы мне не стать официальным представителем, потому что вроде с таможней я знаю, как, то есть с таможней можно организовать, да, делать документы, вот эти все бухгалтерские, вот эти вот, да, все, то есть это все можно поставить, здесь нет сложности. Вот, и как бы в свое время взяла, все изучила, познакомилась с генеральным директором, он как бы меня послушал и сказал: Катя, как бы я тебе доверяю, ты занимаешь статус даймонд-директора, как бы все окей, добро, открываем Россию вместе с тобой. И вот получается, мы уже как полгода, сейчас у нас идет документация, декларации, соответствие, все поэтапно, и уже вот у нас появилась поставка продукции, то есть Казань, и Россия не испытывает поставки с продукции. Она у нас постоянно есть, не в том количестве, конечно, в котором бы хотелось, но мы повышаем, да, обороты, мы над этим работаем. Но, по крайней мере, раньше мы, когда начинали работать, мы заказывали с Казахстана, с Алматы, это официальные представители, которые работают, нам с ДЭКом 2 недели ждать, это время. Сейчас такое время, надо быстро здесь, сейчас. Вот на что я Это взяла про меня, ответственность. Да, за что я взяла ответственность, потому что так, ребят, все, мы там заказали, продукция придет такого числа, все уже такие: о, придет, классно, так, я это, все, у людей планы, они все уже делают. Продукция только пришла, ее уже нет. Вот, я не знала, что GreenMax это от вашей компании продукт. Ага. Я смотрела за одним блогером. У нее в салоне, и она сама это использует. И там была постоянная история. Пришел GreenMax, завтра его уже не будет покупать. И было такое ощущение дефицита. Что Есть. за какой-то неуловимый товар, который невозможно купить. Это на самом деле Это так. есть. Да, мы понимаем, о ком вы говорите. Да, Да. и вот Это мне поэтому действительно и так. этот вопрос я и задала. Да. Это на самом деле есть. И Или это просто такой способ быстро Нет, продать? нет. У меня на самом деле так, у меня вот девочки, да, не дадут соврать, те, кто вот нас будут смотреть, да, а девочки из моей команды, они все говорят: Эльвина, MyMax появился или нет? MyMax, у меня все ждут MyMax. Это действительно так. Девочки, я говорю, я же все свои уже отдала вам. То есть у нас действительно, либо одного нет, либо одного. У нас очень быстро продается продукт. Очень быстро. сам себя. Он не сам себя продает. залеживается. Вообще. Потому что когда человек один раз его попробовал, он возвращается. Это действительно так. У меня есть женщины, которые ждали вот этот FlexiMax 2 месяца. 2 месяца. Когда мы им привезли этот FlexiMax, она заплакала. Я вам серьезно говорю. Почему? Потому что ей настолько круто с этим продуктом. У нее болят ноги. FlexiMax у нас работает с суставами, да, работает с печенью, потому что там куркума. Работает вообще полностью с пищеварением. Она говорит, я уже настолько, мне было хорошо, мне было такое классное состояние, я вот 2 месяца жду, чтобы снова вернуться в это Люди состояние. готовы ждать. Они готовы ждать. Они покупают сразу по 2-3 упаковки. Хотя у нас, на самом деле, продукт, я бы не сказала, что он дешевый. Угу.
Ну да, у вас, в принципе, достаточно такого сегмента ближе к премиуму. Премиум, Да. да. И люди его покупают, те, кто попробовал. У детей аллергии. Вот мамочки мучились, у детей аллергии. Уже все попробовали. Все, детям начинают давать Green Max. Да, естественно, дозировка там поменьше, безусловно. У детей нет аллергии. Неужели они сколько Это отдали дети, которые нашли ключ, а это родители, которые нашли ключ к устранению аллергии. Потому Врачи что не они могли сами не помочь, понимают, да. это даем, этот продукт. Они, во-первых, не могут понять, что за продукт не подходит ребенку, да? А тут просто они начинают вычищать организм, то есть уходят все аллергены, да, то есть все же у нас в толстом кишечнике на самом деле. Они начинают его прочищать, уходят все аллергены, нет аллергии у детей, нет сыпи у детей. Там беременные, допустим, боятся, а если я начну пить, я кормлю ребенка, а не станет там ребенок, да, тоже сыпь не пойдет, как на ребенка повлияет. Мы весь продукт, вообще моя вся семья тестировала на себя. У меня сестра кормящая. Я говорю, как там дела у ребенка? Вообще, Эльвин, Никаких как было? коликов. Никаких коликов, как все у нас было со столом, все осталось, никакой сыпи и так далее. Все прекрасно. Бывает иногда, что может быть у человека сыпь какая-то выходить, но это выходят токсины, это нужно понимать. У нас всегда любой врач скажет, любое лечение проходит через обострение. То есть, то есть это же должно куда-то выходить, да? Токсины, ну это буквально 3-4 дня, это нужно просто перетерпеть этот момент и все. Ну, а бывает индивидуальная непереносимость? Все-таки у каждого продукта есть такое, что побочное средство, либо кому-то индивидуально не подошло. Конечно, бывает. Ну, то есть в моей практике были такие, кто-то не любит Green Max, он полюбил Mi Max. Кому-то не подходит Mi Max, он любит Blue Max. То есть все равно человек находит свой продукт. Либо, допустим, как, если человек верит в продукт, кто-то выпивает сразу там, да, ему много, целый пакетик. Мы, допустим, по чуть-чуть дозировку сбавляем, человек сначала штормит, потом у него организм включается, это же все равно тоже уровень энергии клетки, вибрации, каждая трава, да, каждое растение. Вот человек привыкает, немножко вибрации повышает, и ему хорошо становится. Он, то есть, чувствует результат, что ему хорошо. Есть те, кто не стали с Ну, этим бороться. представляете, Ага. там человек, да, никогда не ел столько клетчатки, И тут и тут такая большая, вы понимаете, в одном стике 2 килограмма клетчатки. И он ударную дозу сразу 2 килограмма клетчатки выпивает. Ну, организм, конечно, в шоке. То есть поэтому мы всегда объясняем, что наш продукт, он очень сильный. В него нужно входить очень осторожно, с маленькой дозировкой, увеличить. Дайте постепенно, постепенно, чтобы не было вот этой агрессивной истории для вашего организма. Любите себя с любовью, входите в продукт. И все, буквально 3 дня, там, например, чайная ложка, потом остальные там, неделю там, по половину стика, и все. И человек уже спокойно по одному стику пьет. Все прекрасно. это от подхода, потому что есть тоже такие истории, извините, они вчера пили ночью, прочее, десятое, с утра они там пьют продукт, и он не помог. Ну, извини, ты вчера всю ночь пил, и хочешь, чтобы тебе сегодня с утра было хорошо от него, ты же пообещал, что будет хорошо. Ну, как бы вот эти Ну последствия. То есть это индивидуально от подхода каждого человека, да? Ну, просто по статистике вот 80% шикарнейших отзывов. Там взять, допустим, 10%, еще это отзывы такие, ну, мне вот здесь понравилось, а вот здесь нет, да, и там взять какие-то 10%, которые мне не зашло. И то я понимаю, почему не зашло. Человек никогда в жизни не чистился, и вопрос, а ты как вообще? Если ты не чистишься, да, у тебя организм, как говорит, он уже не сам не очищается, ему нужна помощь в наше время. Как ты будешь? Пока что-то у тебя серьезное не случится, будешь тянуть, потому что, как правило, организм накапливает, накапливает, а потом выдает в болячку. И только тогда человек идет к врачу, и только тогда человек задумывается о чистках. Есть такое, это сейчас молодежь, да, как бы в тренде, там надо пораньше почиститься. Вот. Это на самом деле все от человеческого восприятия. То есть я не хочу терпеть, вот, допустим, с утра мне не нравится, что у меня там живот подкручивает от клетчатки, но не хочешь терпеть, как бы, ну, живи тогда вот так. Это твой выбор. Но это первые несколько дней только. Мы же это все проговариваем, но таких У людей меня очень ребенок мало. пьет. Вообще Таких спокойно. людей очень на самом деле мало. Я не знаю, кто даже с такими людьми сталкивается. Как-то они не приходят, что ли. Это мне вот где-то кто-то рассказывает историю, что там клиенту что-то такое. Ну, значит, просто не так рассказал. Значит, просто не ту немножко схему дал. Просто всегда нужен более грамотный подход. Чтобы он был более грамотным, надо все равно обучаться.
Также врачей слушать, микробиоту изучать и вот прочее. Да, ну, то есть Да, надо... вот у нас, почему, допустим, мы вот обучаемся, у нас вообще в команде есть врачи, есть нутрициологи. Моя задача, например, больше с ними разговаривать, да, спрашивать, задавать вопросы. Я записываю, например, даже вопросы своих партнеров, я их сдаю, допустим, даю обратную связь. То есть это ведь на самом деле задача наставника. Мгм. Донести до каждого своего партнера, потому что даже если партнер будет продавать этот Green Max, чтобы он понимал и объяснял, и он как бы нес вот эту ответственность за информацию. То есть его Мгм. задача проинформировать клиента, как пить его свойства, для чего. Вот, то есть это наставник должен этим заниматься. Ну и уж болячки мы не лечим, потому что это не Да. в нашей компетенции. Если человек говорит, у нас есть истории, кто и рак вылечил, да, от такого, ну там от Да. определенных схем питья продуктов. От ваших продуктов. Да. Конечно, да, есть такие истории, конференции шли, приезжали с разных стран мира, то есть и анализы все показывали, то есть это есть результаты. Кто-то скажет, это чудо, это совпадение и прочее. Но человек утверждает, что вот столько лет не было там результата, сейчас там ремиссия. Вот. Но, опять же, я не врач, у меня нет медицинского образования. Я могу дать специализированного человека, к которому он пойдет, и вот этот человек, если уже ему назначат, индивидуально. Это не так, что человек должен пить один Гринмакс и больше ничего подключать. Нет. Он пойдет к врачу, врач ему назначит, плюс применение Гринмакса и дозировку пропишет. Индивидуальный должен быть подход, грамотный. Так что вам Гринмакс и спасет вас от всех болезней и раков, и будете вы жить до 150 лет? Нет, конечно. То есть надо подходить грамотно, надо индивидуально все-таки от особенностей организма человека, потому что микробиота, как вы знаете, она у всех разная. Кто-то, знаете, как бы в туалет ходит по несколько раз в день, а у кого-то запоры по 5 дней. И совершенно разные подходы будут по принятию протокола. И когда человек ответственно подходит к своему организму, конечно же, я могу сказать на своем опыте, на моем опыте, опыте моих клиентов, но если ты ответственен к себе, ты пойдешь к врачу, у которого есть диплом и который тебе пропишет. То есть я себя как бы, мы не врачи, мы все не врачи, мы просто... Да, и это не лекарство. Это не лекарство. Тут еще я всегда говорю, давайте подумаем логически. А вот Гринмакс мог навредить? Я говорю, давай логически. Вот если ты, допустим, вечером вчера съела морковь, яблоко, шпинат, сельдерей, это могло у тебя вот это вызвать? Там вот эти вот... Она такая, ну нет, не могло. Я говорю, ну вот ты вчера в Гринмаксе это лежит, просто сублимированное. Логику, говорю, включайте. Или, допустим, а можно ребенку 6 лет Гринмакс? Я говорю, ну ты даешь ему морковь, яблоко, шпинат и прочие там пребиотики, какие-нибудь Линекс, если он тебе антибиотик пил. Даю. Я говорю, ну здесь же то же самое. Иногда просто подключайте логику. Продукт. Читайте составы, включайте логику. Да? А вот у меня на витамин С там аллергия. Хорошо, у тебя на витамин С аллергия. Прочитала состав. Ну, введи ты пол чайной ложки, проверь ты себя. Даст тебе аллерген этот продукт, потому что каждый витамин С, он тоже по-своему аллерген дает. У меня просто у самой на витамин С аллергия, на один есть, на другой нету. То есть я на своем опыте проходила. Вот, как бы пробуйте, наблюдайте. Жизнь одна. Не доверяйте чужому мнению, проходите через свой опыт. Только ваш опыт даст вам какие-то результаты. Не учитесь на чужом опыте. И Проходите вообще это через ваша свой. жизнь, каждый несет ответственность за свою жизнь Да, сам. Это же круто, когда ты там не тобой управляет, а ты управляешь своей жизнью. конечно. Это про это. И здесь то же самое. Так, есть такой продукт, а давай изучу, а давай попробую, а давай этот. Что тут есть? У меня есть там знакомый врач. Посмотри, или нутрициолог. Это на самом деле ответственность каждого человека. Мне кажется, что успех вашей компании и вашего продукта это все-таки еще основан на том, что вы в него очень сильно верите. Я просто тоже сама такая, как наблюдатель, стратег. И я на самом деле, вот новые компании, когда заходят на рынок, я скупаю, наверное, все, пробую. Потому что есть в каждой компании есть классный продукт. Есть там где-то порошки хорошие, где-то мыло, где-то тряпочки. Я пользуюсь всем этим как Да, мы потребитель. все Мне, такие. мне нравится, я не пойду в пятерочку, я лучше пойду в сетевую компанию, и какой-то человек заработает от этого денег. Ну, я там какой-нибудь родственник, еще как бы я с этой подачи смотрю. Вот, я, конечно, пользуюсь. И всегда мониторю продукты. И вот на самом деле, вот, ну, там, за мои 30 лет, чтобы меня так включил продукт, чтобы я его так полюбила, ну, не было. Я до сих пор пью многие продукты, да, но пока аналога нет. Помимо продукта аналога нет, а маркетинга тем более. Да. То есть вот даже я про себя говорю, то, что у меня дедушке там 85-86 уже будет. Он пьет Маймакс. Он так счастлив.
Он так счастлив, потому что, во-первых, метаболизм начал работать, да. Как мы говорим, обновляются клетки, это же омоложение, у него сил, энергии много. Так случилось вообще на самом деле, когда у меня мама приехала в деревню, а дедушка болел очень сильно, сильный кашель. Она говорит: Кызым, я, говорит, вспомнила, что в концу дня, что Маймакс у меня в сумке лежит, а мама всегда у меня обожает продукт. Он выпил 3 стика, через каждые 2 часа по одному стику. С утра просыпается, у него ничего нет. Он до этого уже пил лекарства, он уже там отхаркивающий что-то. Это реальная история. У него шок. То есть человеку столько лет, он прожил уже такую жизнь, и он ни разу такого в своей жизни не испытывал. Он говорит: это что такое? Ты что за чудо-средство? Мама уже рассказала, что вот Эльвина так-то в компании. Пожалуйста, я денег дам, пусть там привезет. Ну, естественно, какие уж деньги. Дело не в этом. Естественно, я ему сразу все это отправила. И теперь это его любимый продукт. Это действительно так. То есть это вот можно говорить, когда говорят, на самом деле тоже, ну, я слышала, да, ко мне тоже подсказали, как может быть такое, там, один продукт, столько отзывов, да, и от всего лечит и так далее, или там наш интим-гель Екатеринка, вот как может интим-гель лечить от такого количества там заболеваний, представляете? Ну как? Это же просто там, ну не знаю, мыло, да, скажет человек, это же просто мыло. То есть, но это на самом деле так, потому что у него такой состав. Там самые крутые противовоспалительные травы. Вот не поверите, мы делаем маску на лицо интим-гелем. Можете себе поверить? Нет. Вот. Потому что я всегда думаю, почему вообще назвали его интим-гель? Просто назвали бы гелем. Потому что на самом деле придумали этот гель интимным, да, как бы интимный гель. Но потом, через какое-то время, когда начали уже изучать составы, нутрициологи, врачи начали изучать состав геля, они поняли, что это очень крутой продукт, потому что у него противовоспалительные эффекты, естественно, у него, да, ну, как бы не эффект, а как это называть-то больше правильно? Противовоспалительные действия. Функция, да, действия, противовоспалительные действия и заживляющие. А сколько у нас, допустим, у подростков проблем с лицом, и не только у подростков? Если у нас болят колени, все, мы нанесли гель. Ожог. Представляете? Потому что у него там как раз такой состав. Вот чудо. Геморрой как хорошо лечит, я уже скажу, да. Молочницы, зуд, вот это все убирает. Шикарный продукт. Вот не поверь, я говорю, я вообще человек, который, в принципе, никогда не был фанатом какого-то определенного там, продукта или еще что-то. Я такой человек, ну, так, я витамины через 2-3 дня пила, да. У меня не было никогда вот этой влюбленности. Но я настолько влюблена в этот продукт. Это, да, вера нужна, вера обязательно, да. То есть без веры, ну, не будет пути. Но первостепенно это еще любовь. Это любовь к продукту, это любовь к людям, это любовь к делу. Это любовь к жизни, потому что, да, мы все говорим, да, у нас там хороший заработок, у нас большие выплаты и так далее. Да, это круто, да, потому что деньги нам дают возможность там, купить то, что мы хотим, кушать там, где хотим, ну, качество жизни и так далее. Но качество не только в этом заключается. На самом деле вся миссия и ценность компании не в этом. Где вы берете энергию, чтобы так вот мотивировать свою команду? Это же ведь ежедневный труд, ежедневно говорить, да, вещать, также, чтобы у них зажигались глаза, потому что без этого вообще никак. Как лидеры, да, как у вас это получается? Ну, это на самом деле все взаимно. Это ты отдаешься, да, и отдают тебе они взамен. Мы, на самом деле, партнеры, вот как и говорила, да, то есть мы, на самом деле, представитель своей продукции. То есть мы всю свою продукцию пьем сами. И мы знаем, так как мы знаем хорошо свой продукт, вот тот же самый Ваймакс, который дает мне сил, это действительно так. Почему много сил появляется? Мы все пропили Greenmax, новички, так скажем, их так называем, они заходят, они сейчас как раз проходят вот это испытание продукта на себе, да, а мы прочистили свой кишечник, прочистили свой организм. А что забирает энергию человека? Зашлакованный кишечник. Токсины. Это действительно так. Как бы это ни звучало банально, но это так. То есть если я
выпью даже с вечера Green Max, допустим, я понимаю, что мне завтра нужно, чтобы было много сил, да, или я там чувствую, что я заболеваю, на следующий день мне все прекрасно, у меня много сил. Это действительно так. Я уже его пью не на ежедневной основе, потому что курс-то я уже пропила. Я уже пью, это как аптечное средство для меня уже. Все, я понимаю, у меня завтра много задач, я завтра работаю до ночи, я его пропиваю. Это действительно так. Почему у нас нет сил? Потому что у нас нехватка микроэлементов, Да. нехватка белка, Мгм. нехватка... Это же основа вообще. Клетчатка – это основа нашего организма. И мы его просто получаем. Все очень просто. Я у мамы тоже спрашиваю, она у меня ездила в санаторий, и я говорю, ну как там это, кызым, вот один день, говорит, не выпила Green Max, уже чувствую, что, то есть, да, выпьешь, и хорошо, говорит. Вот просто хорошо. Это взрослые люди. И ладно мы, молодежь, мы совершенно другая, да, у нас мы быстро, может быть, там входим, да, в новую систему, можем быстро войти. А поколение наших родителей, они абсолютно другие. То есть и они настолько любят этот продукт, их не обманешь. Это нам можно там что-то, да, там скажут, ой, там сейчас это, говори инфо-цыганство, когда у нас там, да, везде. Они абсолютно другие. Ты мне напомнила историю про мою бабушку. Я уже забыла, насколько у меня мама такой скептик была, так к продукту относилась. Ну, типа, ей помогает хорошо, когда дети болеют мои. Так получилось, что мы уехали в поездку, она обычно там парацетамол, вот все как по старой схеме мне раньше давала в 90-х. Так же и моим детям. Когда я уезжала, я такая, ладно, терплю, мама с детьми, мама ответственна. И тут последний раз она и парацетамол, и все дочке моей дает, а температура не сбивается. Я говорю, мам, температура – это надо освободить кишечник. Дай, говорю, ей целый пакетик 7-летней дочке своей Green Max. И каждые 2 часа Мимакс и Блюмакс, говорю, разведи. Вот не буду уж там рассказывать, она все по схеме, у меня мама такая четкая, пунктуальная. Утром ни температуры, ничего абсолютно. Она мне звонит, Катя, он реально работает. Я говорю, мам, ты его сама пьешь полгода. Ты сама сидишь на продукте. Почему ты так относишься? Ну, в плане, что он ребенку может. Ну, нет, вот врачи же сказали, вот эта вот установка, и ребенку помогло. И мама с такими восторгами в соцсети везде. Представляете, как моя дочь занимается самым лучшим продуктом в этом мире. Он помог ребенку. Короче, у нее прям... Вот она живет рядом, я пью, муж пьет. Я сама детям даю. Но когда она вот осталась с детьми и пошла не по старой схеме, по новой, ну, просто глаза открылись. Она просто помогла ребенку. Ребенку что? Прочисти кишечник, и все будет хорошо. Это вот я изучала, я вот 10 лет как бы в чистках, школа здоровья, экология. Я изучала там, как кишечник работает, как чистить, что клизмы надо делать, какие клизмы делать, как печень, как почки. Какое время делать? Какое время, да. И по сути это все логично. Если у тебя даже температура, пошла интоксикация, как убрать интоксикацию? Либо ты там не ешь, очищаешь желудок, чтобы нагрузка на пищеварение не уходила, либо ты просто чистишь кишечник. Тогда нагрузка меньше, интоксикация выходит больше. Просто все логично. И вот когда продукт состав смотришь, как он работает, как бы тут очень легко его применять и там и при запорах, либо когда метеоризм и прочее. Уберите вот это все, мизим, ножпа, что там, дюфалаки. Вот просто убирайте эти средства, они несут пользу, это фарма. От фармы зарабатывает фарма, а здесь зарабатывают живые люди. Это же живое комьюнити. И я всегда говорю, вот, в плане того даже, как люди заходят на бизнес, мы каждый день что-то продаем. Вот я там скажу, вот лаком каким-то попользуюсь, сережки где купили, а вот в том магазине купили. Кто нам за это заплатил, за рекомендацию? Никто. Мы просто каждый день что-то продаем. Свой тональный, золотое яблоко, свой костюм, чей-то бренд, я там Мы же, если купила. классно выглядим, всегда же хочется Если мы не равняться. блогеры, это блогеры относительно еще деньги зарабатывают там, да, когда рекомендации делают. А если мы не блогеры, мы каждый день что-то продаем. Купила классные хлебцы в пятерочке, такое название, все идут в Попробуй, пятерочку, да. попробуй там, да, или еще что-то. А здесь мы продаем свой продукт, мы рекомендуем офигенно классный продукт, и мы от этого зарабатываем. Когда человек покупает у компании, мы зарабатываем. Да. Это я вот последний раз сделала тоже. Я пошла, мне подарили сертификат в Миле на 50 тысяч рублей. Я пошла, мне же подарили, что-то надо взять, что-то взяла. Я такая думаю, как обидно, порошок за сколько там, за 15 тысяч рублей. И кто от этого заработал? Я бы лучше пошла к другому человеку за порошком, купила бы у него, чтобы он заработал вот этот обмен энергии.
благостный. А тут заработала компания. Просто компания, не сетевая, обычная. Почему он стоит 15 тысяч рублей? Потому что там реклама, там бренд, там то-то, себестоимость ему 500 рублей, условно. А здесь живая сетка зарабатывают живые люди. И живые люди — это те люди, есть мамочки, которым надо купить смесь сегодня, да, и я помогу ей, купив, допустим, у нее этот продукт. Есть отец, которому надо, там 4 у нас в команде разные, да, там детей кормить. СВО у нас есть. ПСВО у нас Да, есть, да, и мы СВО все мужья. сетки, то есть я, купив этот продукт, помогая себе, своим детям, я помогаю людям. Это здоровое общество, это здоровая нация. Зачем я буду платить какому-то магазину и рекомендовать его, когда я лучше куплю людей, и люди заработают, и осчастливятся. А когда вы стали заниматься, все окружающие вас поддерживали? Или были те, кто говорил, это шляпа, это развод, потом там я с тобой не буду, ты все, кто попало. Были такие? Ну, у меня такого не было, конечно. Ну, во-первых, мне такие вещи, мне кажется, и не скажут, если даже подумают. Не знаю почему, но очень осторожно. Но у всех ты в сетевом? Так неожиданно. То есть вот у многих было, конечно, неожиданно, то, что Эльвина пришла в сетевой. Как так? Были такие... А как думаете, как думаешь, почему так они говорили? Ну, во-первых, у всех ассоциация, что приходит человек в сетевой, значит, у него нет денег. Да. Он хочет заработать, у него нет денег. А еще перебью, было такое, что когда я занималась, вообще было такое, что в сетевом занимаются лузеры, вот, которые вообще нигде ничего не смогли. В 2000-х такое было, что если человек нигде себя не нашел, и это уже последний, куда он пошел, это сетевое. Ну, у тебя же все хорошо, там деньги есть, как бы, а зачем тебе вообще-то надо было? То есть я пришла в сетевой не из-за нужды. Во-первых, я пришла проверить свои силы. Вот честно. Я прям поставила себе цель заработать за декабрь 1 миллион. Мне понравился маркетинг, я его послушала. Я же говорю, меня никто не звал, я сама пришла вообще. Мне понравилось. Я поняла, что здесь это международная компания. У меня огромные возможности. У меня огромный масштаб. То есть я увидела этот масштаб. То есть я такой человек, если себе ставлю маленькую цель, допустим, там, ну, не знаю, купить какое-то платье, это вообще для меня не цель. Ну, ладно, муж купит. Ну, то есть, если не я, так муж купит. Или там, если не здесь, на банкете поработаю, за эти деньги куплю, да? То есть, я такой человек, я всегда должна себе ставить глобальную цель. Я поставила сейчас себе цель подарить родителям дом. Большой, хороший, дорогой, там, в несколько десятков миллионов, купить им дом и сделать это быстрее. Чем быстрее, тем лучше. Я один ребенок в семье. Я из очень-очень простой семьи. Папа на пенсии, мама педагог, учитель в школе. То есть у них этой возможности нет. Эта возможность, то есть это могу сделать только я. Я не могу перекинуть на кого-то, если не я, так другой. Нет. Ипотеку им не дадут такую. Да, то есть это большая цель для меня, это та цель, которая мной движет. Я всегда говорю, когда девочки даже в компанию приходят, я говорю, первостепенно ты сейчас должна придумать, для чего ты приходишь сюда, какая твоя цель. Вот, поэтому вот у меня была эта цель, да, то есть это мной движет. И я сказала, а почему? Это же международная компания. Я буду ездить по всему миру. Я могу работать из любого конца, там, да, путешествовать, работать. Я могу общаться не только в Казани с людьми, не только в России, а по всему миру. Круто, У нас круто. друзья по всему миру. Все Это же везде ждут. круто. Мы Вообще. полетели там в Малайзию, окей, классно, мы поработали, встретились с партнером. Мы там полетели с Катей в Дубай, круто, партнеры у поработать, нас, там такие свои крутые люди. партнеры. Мы полетели там потом с Дубая в Париж на завтрак. Да, у нас Да, там, у нас да. в Европе Вы тоже есть представляете? партнеры. Вы И все представляете, какие приезжают. возможности? Это просто кажется, наверное, когда нас люди слушают, мне кажется, людям смешно. Есть ощущение, что девочки вообще с ума сошли, о чем вообще они говорят. А я, зная возможности компании и Катя, я знаю, что это реально, и это уже можно сделать завтра. Да. Это на самом деле так, потому что мы не ограничены абсолютно. Нас сейчас ждут в Малайзии, мы прилетаем в марте в Малайзию, летим. У нас будет супер насыщенная неделя. Компания организовывает просто такой шикарный для нас там недельный тур. Вообще. Мы будем жить, у нас там 3 или 4 отеля, которые мы меняем.
и в горы, и море, и так далее, и гала-ужины. Это просто Машины, супер. вертолеты. Вообще. Да, ну просто вот, ну, Представляете, у меня есть Это возможность... компания организовывает. Это все организует компания. У меня есть возможность показать это людям. Девочки, которые пришли в мою компанию, в мою команду, они летят со мной. И вы знаете, как мы все этого ждем? мгм. Я жду этого момента увидеть их счастье. Да, я тоже. Вот. Я вам говорю серьезно. То есть для меня, вот мы это обсуждаем, и я вижу, как они горят, и я хочу быстрее это увидеть. Вот я человек, который... Ну, я такой человек, я не материалист вообще по жизни, если честно. Я вообще не материалист. Как я пришла сюда, это непонятно. То есть для меня всегда нужны деньги. Видите, я почему пришла? Я пришла заработать, чтобы отдать. Изначально в компанию. Мгм. Не купить себе дом, купить там что-то. Вот для меня, когда у Отдавать. меня есть возможность отдавать это людям, Мгм. вот это самое большое, что мной движет. Мгм. Всегда. У меня желание так, следующее будет, так, первое я хочу родителям вот это, следующее, значит, мужу купить вот такую машину. Прикиньте, он может сам себе эту машину купить вообще Ну, легко. просто, да, надо галочку. Вот да, это человек-бизнесмен всю жизнь, он может это сделать. Я хочу это сделать. Отдать. Вот это, представляете, то есть, потому что у меня огромная благодарность человеку. У меня огромная благодарность, потому что этот человек очень много в меня вложил, в мое становление. Финансово это не то, что там он мне покупал брюлики, то есть нет, это вообще, брюлики для меня вообще ничего. Он вложил в мое образование. Вот это важно. Представляете? То есть брюлики, они сегодня есть, завтра их нет. Сегодня это платье актуально, завтра не актуально. У меня есть эта сумочка, ну да, окей, ну поносила. Ну порадовалась первые 2 дня, что у меня там есть сумочка эта. Пустая трата Все. денег. Но то, что я могу всегда иметь, это я сама. Ну, то есть все свои знания, все, что я в себя вложила. Это самый крутой инструмент, это самое дорогое, что можно вообще вложить. Когда мужчина поддержит, он в тебя вкладывается, отпускается, дает тебе обучаться, дает тебя расти. Не делает Да. из тебя, да. То есть, Куклу, которую можно нарядить, да, там дать ей, вот тебе денежка, у тебя карточка, что ты хочешь, ты главное дома сидишь, чтобы рыбу я сразу знала. дает, а надо Я удочку знаю, давать. что ты где там рядом, да, что ты хочешь, бриллиант, шубу и так далее. Да, так тоже можно жить, и кому-то это нравится. Да, Мы никого не осуждаем, Нет. абсолютно не обсуждаем, потому что это выбор каждого. да. Если тебе в этом комфортно, круто, да, живи. Мы под тебя стратегию сделаем. Да, Вообще к любому человеку подход найдем. это Всем точно. все нарисуем, всем все сделаем, все заработаем, все уедем. Вообще, у меня был заключительный вопрос как раз про то, что для вас счастье. Эльвина ответила. Что для тебя счастье, Ну, Екатерина? на самом деле, я, наверное, повторюсь, у нас общие интересы, потому что, в принципе, все деньги, которые я зарабатываю, я закрываю свои потребности, это приносит какую-то долю счастья, но именно есть счастье сформировать вокруг себя комьюнити людей самореализованных, с правильными мыслями, а, Передать миссию свою. передать свою миссию, потому что вот у меня как-то тоже в голове было такое, у меня растут дети, и я бы хотела, чтобы мои дети общались тоже более с осознанными людьми, какими-то там миссионерами, да, или прочее. И как будет классно, если, допустим, даже я смогу повлиять на маму ребенка, которая растит свое чадо каким-то своим выбором, каким-то своим поступком, да, через какой-то свой пример, потому что эта мама дальше продолжит, передаст своему ребенку, этот ребенок дальше продолжит. И так будет расти здоровая нация. То есть наши дети будут расти здоровой нацией, счастливой нацией, с правильными приоритетами. Потому что есть главное в этой жизни? В этой главной в жизни есть люди. Ну, на самом деле, это И самое главное. оставить свой след. Оставить свой след, наверное, на самом деле, важно многим. Ну, особенно мне, творческому Да. человеку, допустим, да, оставить свой след. Почему писатели, певцы, актеры пытаются, да, найти либо главные роли в своей жизни, песни и так далее. Потом хиты мы все ищем, да. Мы ищем, чтобы оставить свой след. Здесь то же самое на самом деле. Мы ищем те инструменты, мы ищем те пути. Это, знаете, это как это... Есть же там теория там, да, того-то, этого. Теория Эльвины гласит, допустим, да. Вот если сделать вот так, вот так, вот так, вот вы можете заработать вот столько-то денег. Вот я бы очень хотела оставить такой след.
То же самое. Я бы вот хотела создать, потому что я проходила опыт, когда ты встречаешься с подругами, женами друзей, и в основном это было все сплетни. А сплетни, как правило, забирают твою энергию. Сейчас мы встречаемся в здоровом обществе, где мы говорим о будущем, о перспективах, о деньгах, где у всех глаза горят, мы заряжаем друг друга, и каждый день он несет что-то новое. Да, какое-то окружение на самом деле, так у тебя формируются твои мысли. На самом деле, когда вы идете в сетевой бизнес, очень важно знать, к кому вы ведете, и правильно выбирать себе наставника. От вашего Да. наставника будет зависеть ваше будущее. В принципе, это касается всего. От вашего мужа будет зависеть там, ваше будущее, от вашего выбора работы и от вашего наставника. Наставник — это тот человек, это тот ключ, это тот маяк, который будет вам светить. И выбирайте вот этот светлый маяк. Ваш результат, в принципе, зависит от вашего наставника. М. А я думала, что все-таки в основе продукт и сама философия компании. Да, но ведь это надо донести. Когда человек приходит новенький, для М. него важно это донести. И кто это будет доносить? То есть мы всегда, в принципе, всю жизнь мы живем, то есть мы каждый день делаем выбор определенный. Выбор в пользу того-то, чего-то, да? И здесь то же самое. Сделать правильный выбор в сторону наставника, увидеть, пообщаться. Это же не нужно делать сразу, да, сегодня там подписаться и так далее, да? Просто послушать, посмотреть, как живет, какие ценности у человека, какой образ жизни он ведет, там замужем, не замужем, есть ребенок, нет, чтобы ваши ценности совпадали с ценностями наставника. Вот это очень важно, чтобы потом на дальнейшем пути не возникали какие-либо там Недопонимание. непонятные ситуации, недопонимания, Не потому того что наставника, претензий к претензий, чтобы не было, у каждого своя картина мира. То есть это очень важно. Да, ну и я как скажу, от наставника многое зависит, потому что за 2 года я видела тоже многое, сама тоже в людей вкладываюсь, отдаюсь, живу душой, живу людьми. Эльвина такое же тоже отражение. Она когда пришла, Эльвина, я говорю, я тебя 2 года ждала. Я дождалась. И у меня всегда тоже такое, Господи, пожалуйста, пошли мне, говорю, в команду человека сильнее, чем я. И я всегда говорю, пришел человек сильнее меня. И это такое счастье. То есть у тебя не было такого, да, что ты испугалась? Обычно же боятся сильных людей, боятся, что они станут А у мощнее, нас, а у вас, как да. Эльвина говорит, а у нас по любви. Сразу, У да. нас вообще все по любви. Да. На самом деле мы очень друг друга дополняем с Катей, и это очень круто, потому что у меня есть определенно свои сильные качества, у нее есть свои определенные сильные качества, например, которые у меня нет, а у нее нет моих. Да. И в итоге, знаете, это как вот механизм такой получился. Она говорит, Катя, так, если, Львин, ты так сказал, то надо сделать. Да, я Там- уже то, что знаю ее плюсы, я знаю, как это будет. А если, допустим, я такая понимаю, что такая так делаю, так, надо немножко расслабиться, потому что Катя это про расслабление, про кайф. Если я про труд постоянный, она Да. наоборот. И вот, и мы друг друга на самом деле очень сильно дополняем. Очень. Это так, ну, как так получилось? Удивительно. Вот черное и белое, да, еще? Абсолютно разные, да? И при этом круто сошлись. И в синергии выдается больше, как правило. Да. Это уже масштаб заходит, еще больше. Когда мы не в сопротивление уходим, а обе в масштаб и Да. генерим. Это всегда Круто. быстрее. Спасибо. Спасибо большое за такой интересный, я думаю, очень полезный разговор для наших слушателей. Очень много интересных мыслей, инсайтов. Пишите в комментариях. Но от себя я хочу сказать, что я ухожу с такими мыслями о том, что если ты приходишь в бизнес, чтобы отдавать, у тебя всегда получится. То есть это неважно все-таки офлайн, онлайн бизнес или MLM, да, в данном случае. Просто здесь есть возможности. Есть возможности расти, развиваться, зарабатывать. Вот. Но самое главное это все-таки отдача. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо за встречу. Спасибо.